Здравствуйте, уважаемые зрители. У нас очередная встреча. Сегодня у нас в гостях политолог Идиль Осмонбетов и политик, гражданский активист Адиль Турдукулов. Мы сегодня решили поговорить об обращении, с которым выступил в Джордж-Кенеше президент Сооронбай Джеймбеков. Это произошло 27 июня. С этих пор общество, эксперты, журналисты уже успели обсудить. На очень многих сайтах размещены материалы аналитические, но осталось ощущение какой-то недосказанности. В принципе, это ощущение недосказанности осталось и после выступления президента, я не буду скрывать, по крайней мере для меня. Ну и для того, чтобы начать сегодняшний разговор, как вы считаете, да, вот такой первый вопрос, вот смысл речи президента, если это было нужно для депутатов, да, у депутатов сейчас будут очень короткие каникулы, 2 месяца пролетят быстро. В сентябре президент мог бы уже с четким, с адресным посланием выступить, да, то есть само время выбора этой речи. Как вы думаете, вот с чем это было продиктовано? Ну, вообще, само слово «обращение», да, ну, вот если юристов спросить, есть ли в Конституции такое положение, когда президент может обращаться, да, есть, мы знаем страны СНГ, когда там в России, в Казахстане именно идет послание, да, ну, наверное, с точки зрения лингвистики, обращение и послание примерно одинаковые, да, это такой политический месседж, который глава государства дает всем гражданам Кыргызстана, всем политическим силам, которые есть, и с одной стороны, конечно, возникает вопрос, я тоже читал такие оценки, когда часть экспертов говорит, почему это летом, в конце года, почему не в январе, как, допустим, другие страны делают, или там американская традиция ополчения в стране. Ну, само обращение, которое есть, оно все-таки объемное, да, на 17 страниц. Если брать, ну, я больше склонен к тому, что это все-таки обращение похоже на американскую, да, вот когда президент США раз в год перед Конгрессом выступает, и оно называется у них четко о положении в стране. Это уже больше 200 лет они используют. И глава государства дает анализ, и вообще архитектоника самого выступления, любого послания или обращения, она состоит из 3 вещей. Значит, дается оценка прошлого, тех событий, экономических, политических, да? Потом дается сегодняшняя ситуация. И, конечно, это проекты будущего, как будет развиваться страна. Это такой крупный шаг. И, конечно, любое обращение, тем более президента страны, она будет всегда иметь какой-то большой политический эффект, месседж. Плюс не надо забывать, что последние полгода в Кыргызстане мы знаем, что шла политическая борьба активная и между экс-президентом и действующим президентом. И, конечно же, много есть политических сил, которые, ну, как так скажем, находятся в режиме политического ожидания. Они тоже должны были получить какой-то сигнал, тем более это стратегические направления развития страны. И я думаю, прочитав внимательно это обращение, они получили его, потому что там четко сказаны ответы на те вопросы, которые мы задаем. Я не говорю экономику, социальную, я говорю именно политический месседж. Плюс здесь очень интересно, все-таки это после этого обращения, после 27 июня, даже если это летом, это точка отсчета нового политического сезона в Кыргызстане. Потому что, в принципе, если брать лето, ну, 2-3 месяца уходит, депутаты будут в отпуске, ну, там, сентябрь, октябрь, ноябрь, ну, и 19 год, это ключевой год, сам президент сказал, для Кыргызстана. Почему? Потому что в 2020 году будут парламентские выборы, и ключевой вопрос, который долго обсуждался в Кыргызстане не 1 год, будет распуск парламента, не будет, ну, четко было сказано, что к 2020 году, да, будет проведена и парламентская реформа. Поэтому, если бы мы были полностью парламентской республикой, то, конечно, выступление президента не носило бы такой большой политический смысловое значение. А так как мы все-таки стремимся к парламентской республике, и президент по политологии человек, который принимающий окончательные решения по многим вопросам, то все политические силы и оппозиционные должны внимательно изучать вопрос, обсуждать. И здесь еще маленькая ремарка вот к этому. Все-таки в посланиях, когда даются такие большие, да, должны быть больше цифр. Там всего несколько цифр. И вот цифры, ну, касающиеся по экономическому росту, да, какие там будут процессы там двигаться, по, там, я не знаю, по уровню безработицы, какие крупные проекты. Хотя они названы, но желательно было бы, конечно, больше цифр, чтобы она как бы была четко гражданам понятно, что мы достигнем там какой-то. Тогда это будет измеряемо, раз, и она будет конкретно для правительства.
и для депутатов, и в том числе и для граждан Кыргызстана, чтобы через какой-то короткий период времени мы могли посмотреть, насколько те крупные проекты были реализованы. Ну, Адиль, я не знаю, вы согласитесь или нет с моим наблюдением. У меня сложилось впечатление, что президент очень четко мониторит ситуацию, СМИ и, может быть, даже социальные сети. Помните, в начале весны, во время своей рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, он как раз затронул тему, которая муссировалась в социальных сетях, и он даже там где-то даже пригрозил, да, такими каким-то ответом, который там обязательно будет лежать в правовом поле, тем силам, которые начали раскачивать тему регионализма. Да, в этот раз один из месседжев президента заключался в том, что нынешние аресты и посадки высокопоставленных или бывших высокопоставленных лиц не носят характера политического преследования, да, то есть что нет никакого передела, а просто идет борьба с коррупцией. Меня, как журналиста, для меня это очень хороший сигнал, да, это очень важно, когда глава государства четко знает, да, что происходит в обществе, он знает как там плюсовые, да, так и какие-то вещи со знаком минус. Но интересует четко знать ситуацию одно, а вот как ее использовать, да, это совсем другое. Потому что есть такая парадоксальная ситуация, когда, да, действительно, да, можно парировать, да, и обвинять кого-то в том, что кто-то раздувает тему регионализма, да, или политического передела, но вместе с тем использовать это как хороший аргумент в свою защиту, да, то есть делать что-то на самом деле, да, может быть даже разыгрывать региональную карту, но в ответ на критику обрушиться с тем, что как можно у нас в Кыргызстане обвинять в этом, да, вот как отделить зерна от плевел, например, да, вот на ваш взгляд? Ну, во-первых, я согласен и с вами, и с Адилем о том, что это одна из главных задач президента определять контуры будущего. Он должен создавать видение, стратегию, каким мы видим будущее Кыргызстана. То есть это вот такая его задача, очень важная, очень масштабная. Это связано с мотивацией людей жить здесь, работать здесь и вкладывать свой посильный вклад в развитие страны. Это его очень важная задача. Но, к сожалению, и это не вина Сооронбая Жээнбекова, в целом к обращениям глав государств у нас в Кыргызстане скептическое отношение как у населения, так и у экспертного сообщества. Мы это видели и после выступления Сооронбая Жээнбекова. С чем это связано? Это, во-первых, связано с тем, что в большинстве своем те задачи, которые вкладывались в стратегии, как у Акаева, так и Бакиева, так и у Атамбаева, они не выполнялись. Это во-первых. И они оставались просто красивым звуком, красивым звучанием, а вот таких нет. И поэтому у нас к этому очень такое скептическое отношение. И во-вторых, как мне кажется, это связано с тем, что у нас не было преемственности. То есть курс, который говорил в комплексных основах развития Аскар Акаев, они не возымели продолжения в политике Бакиева. Он создавал свою новую стратегию, это закончилось 7 апреля. У Атамбаева был слишком короткий срок для того, чтобы выдвигать слишком длинные посылы. Это тоже закончилось. И в этот раз, мне кажется, ключевая разница между предыдущими президентами связана с тем, что Сооронбай Жээнбеков обозначил вот эту преемственность. Это было в некоторых моментах, и это надо отдать в заслугу Сооронбая Жээнбекова в связи с тем, что, во-первых, он отметил достижения прошлой власти Атамбаева. В том числе это и строительство дорог, несмотря на критику за то, что мы берем эти кредиты, он обозначил, что это нужно и важно делать. Да? И кроме того, те проекты, которые были при Атамбаеве, он сказал, что они будут реализовываться. Прежде всего, это безопасный город,
Это закон, это было сказано в обращении. И в-третьих, он сказал о том, что национальная стратегия развития до 2040 года и до 2030 года, вот это короткий путь, он будет реализовываться. Это вот очень важный, хороший пункт. Я думаю, что это связано и с самим характером Сооронбая Джеймбекова, который, в отличие от Акаева, даже от Атамбаева, у него все-таки такое, в хорошем смысле, бюрократическое мышление. Он понимает о том, насколько важно вот эти посылы делать. Потом, кроме того, то, что Эдиль сказал, то, что он выступил в парламенте, это очень хороший момент в плане того, что он, во-первых, его видит в качестве полноценного работающего политического органа, который он будет работать, взаимодействовать. Если вы помните, Атамбаев вообще не приходил туда, ни перед кем не отчитывался, хотя все понимали о том, что решения спускаются. Это и парламент. Но до этого он собирал лидеров фракции. Ну, видите, это вот совсем другое отношение. И вот они почувствовали это. В политическом смысле, как посыл, который я увидел конкретный, то, что, во-первых, перевыборов не будет, чтобы все, так сказать, успокоились, не надрывались, все идет так, как надо идти, просто мы будем готовиться к выборам. Возможно, будут изменения в законодательстве. Второй очень важный пункт, который он обозначил и сказал, это связано с тем, чтобы в списке политических партий не было изменений. Это очень важный момент в смысле того, что это все дискредитировало во многом итоге выборов. Когда, как говорит президент, вроде бы идеальный список, вроде бы и женщины, там, и молодежь, и инвалиды даже, да, а потом после результата выборов вы это все меняете в угоду денег и в угоду вот олигархам, которые там больше заплатили. Этого не должно быть, он сказал. Это был очень, как мне кажется, хороший, важный пункт. И второй момент вот насчет заступничества. Он об этом тоже открыто сказал. Это было такое предупреждение в отношении депутатов. То есть он правильно заметил, что он это видит, замечает, и это не будет играть роли. И это, наоборот, может аукнется тем, кто вот заступается за тех коррупционеров, которые сейчас сажают. Ну, третий главный посыл, наверное, был связан с тем, что коррупция ведется и не будет политического преследования. И это вот, как вы правильно заметили, это была рефлексией в отношении тех, кто говорит, что последние посадки – это политические подоплека. Ну, насколько это будет реально, мы еще посмотрим. Эдиль, ну вот в продолжение того, о чем мы уже говорили, да, возникает очень интересный вопрос. И даже поверхностный, легкий анализ деятельности нашего президента показывает, да, что в основном они всю свою силу все-таки обращают на тех людей, которые уже лишены власти. Да? То есть это такая определенная легкая мишень. И не зря у нас и журналисты, и политологи любят пример Ли Куан Ю, да, который был известен тем, что он в первую очередь как раз-таки был принципиален и безжалостен в отношении своих соратников по партии, друзей, которые находились в исполнительной ветви власти. Вот как вы думаете, есть ли надежда на то, что как бы вот наше развитие политической системы и политической культуры, да, особенно в части вот как бы повышенной ответственности первых лиц, дойдет наконец-таки до этого? Потому что эти разговоры в обществе, они, с одной стороны, тоже неспроста все-таки возникают, об избирательности борьбы, да, или о том, что все это носит какой-то такой, ну, все-таки налет компанейщины, да, то есть мы все понимаем, что у нас все 30 лет независимости, зачем люди шли в Джоркинеш, зачем они шли в правительство. В первую очередь это личное обогащение. У нас слово «министр» и «богатый человек» это синонимы. Нет бедного министра и практически нет бедных депутатов. Вот все-таки в политическом поле Кыргызстана, политика в Кыргызстане, в отличие от всех стран Центральной, она активна, динамична, и предсказать политическую ситуацию никто не может. Потому что в нашей истории политической были такие моменты, когда все считали, что вот-вот все как бы идет стабильно, удачно, и вдруг происходят такие политические события, которые невозможно не предсказать. Поэтому в этом отношении мы как бы должны быть очень осторожны. И в своем обращении президент четко сказал, что одним из достижений последних лет – это политическая и гражданская стабильность. В Кыргызстане есть. Плюс у президента есть кредит доверия.
И мы сегодня видим, что очень быстро, в течение нескольких месяцев, президент приобрел большой политический вес, и оппозиционные силы, и провластные, и другие, да, те, кто, ну, как сказать, центристские силы, они, и население Кыргызстана ждет больших перемен. Ему нужны четкие драйверы развития. И президент вот в своем обращении, он пытался дать сигнал, это то, что называется, ну, вот экспансия социального оптимизма, вот то, что Адиль говорил, люди должны получить именно экономические, социальные вопросы. И часть того, что вы говорите, он ответил, что борьба с коррупцией будет продолжаться. Но это не значит, что, допустим, если человек занимает высшие посты, если он будет виновен, президент в своем обращении говорит, он будет наказан. И вот это слово, которое раньше, может быть, на просторах СНГ и в Кыргызстане не было, это вопрос, что не будет неприкасаемых, последние полгода мы видим, что неприкасаемых нет. Независимо от того, какую ты должность занимал, какие у тебя были заслуги перед государством в прошлом. Конечно, может быть какой-то элемент политической конъюнктуры, но вопрос заключается в том, что сейчас до такой степени политические процессы в Кыргызстане обострились, они выкристаллились, да, и любому политическому игроку на политике все понятно, да, какие шаги будут и так далее. Поэтому я думаю, здесь это будет продолжено, борьба с коррупцией, да. Я не думаю, что она превратится в компанейщину, потому что все-таки, видите, когда политические гонения, все-таки есть четкое определение, когда это политические гонения. Когда ты долгое время, наверное, занимался в оппозиции, ты был лидером партии, выдвигал альтернативные пути развития, выступал какие-то политические вещи. Но если ты никогда не был в оппозиции, ты никогда там, ну, не выражал альтернативные там, варианты будущего, не критиковал, а все время находился в политической бюрократической системе, активно в ней работал, ну, хорош был, да, и вдруг после ухода или при том возникает, то, конечно, ни под какие критерии политического гонения это не может поддаться. Понимаете? Потому что это известно. Если ты критикуем, тебя арестовывают за то, что ты программу принимаешь, или тогда это другой вопрос. Но здесь все-таки большой, это экономический вопрос. Плюс здесь идет вопрос о миллиардах сомов, да, как вот, следственные органы говорят. И, конечно же, это вопрос уже не такой, знаете, там, словесный, а это уже документы, это нужно адвокатски защищаться. И это же не основывается на простых словах. Это дают органы, да, там, правоохранительные, там, счетная палата, там, другие органы, которые занимаются. То есть здесь уже вопрос больше таких бухгалтерских, экономических и там, других вопросов. Что касается будущего, вот, здесь интересно, знаете, в чем? Президент все-таки сделал большой шаг для развития парламентаризма. Это сложная система, она у нас не построена, она будет двигаться. Но это для всех стран Центральной Азии, кыргызский пример, он является уникальным. Мы можем, это привлекательнее для Запада, потому что мы строим модель, которая, ну, она не может как бы прижиться, да? Но президент четко сказал, что это и в истории, и в культуре кыргызов есть парламентская демократия. Мы будем придерживаться. Это тоже борьба против авторитаризма, семейного клана в будущем. То есть здесь тоже дан четкий политический ответ. И здесь нам нужно обратить внимание, что в обращении президент четко сказал, что у нас сейчас, в 2018 году, есть уникальный исторический шанс, когда мы можем, проведя реформы, сделать их шаги, успеть вперед. То есть здесь тоже есть вопросы объединения. Конечно, есть всегда опасность того, что президент, он не один, у него есть всегда политические группы, да, лоббистские группы, группы влияния, которые представляют. Но я думаю, что вот уроки последних 3-4 лет, они четко показали, что любому политику в Кыргызстане, надо думать и о своем политическом будущем, и о простом таком, чисто человеческом будущем, чтобы потом не было к тебе вопросов, да, после того, как ты уйдешь. Поэтому здесь есть такая, знаете, довольно интересная политический месседж, и я думаю, все политические силы это услышали. Плюс он обращается непосредственно к парламенту, помочь принять законы, которые бы позволили вот эти драйверы развития развить в стране. И мы буквально это в сентябре, когда они выйдут с отпуска, мы уже увидим, если в сентябре, в октябре они будут эти шаги делать, да, принимать пакет документов, это только может сделать парламент. И мы видели, что даже, в принципе, вот депутатские, вот все сейчас сегодняшние процессы, которые идут с коррупционерами, это же результаты все-таки деятельности депутатских комиссий. Хотя депутаты не могут никого арестовать, да, но они могут политическую оценку дать, да, сдать на наказ или там какой-то. Поэтому здесь большую роль может сыграть парламентарий. Плюс то, что вы вначале говорили по поводу того, что вот витал вопрос, будет Роскос, не будет, один здесь прав, не будет, потому что только один человек, я читал там, и то в российских СМИ, который говорил, что будет. Для того, чтобы парламент распустить, нужно иметь серьезные, непреодолимые противоречия. Таких противоречий сейчас нету. Сейчас полная синхронизация между президентом, правительством, Джохор Кенешем. И здесь говорить о том, чтобы там, потом президент четко сказал, что ровно в 2019 году вот этот выборный процесс, законы за год, то есть они должны приниматься. Не как вот, раньше годы было, когда, допустим, ты участвуешь, а потом раз через полгода правила игры меняются, да?
Такого не будет. Поэтому все участники будущих выборного процесса, и действующие партии, и оппозиционные, они получат как бы общие правила игры под гарантию президента. Как это будет? То есть за год уже достаточно времени, чтобы ты подготовился, там, выдвигался. И здесь еще в обращении четко сказано о том, что он прекрасно понимает, что должна сохраняться политическая конкуренция. И выборы должны пройти чисто, открыто. У нас же в основном, когда политическая нестабильность бывает в Кыргызстане, в других странах, когда ты оспариваешь выборы в парламент, да? Ты не согласен в судебном порядке. Чтобы этого избежать, всем должны быть четкие, ясные правила игры и самое главное результат. Чтобы это тоже культура, когда оппозиционная партия, которая, или партия, которая не прошла, она соглашается с результатами выборов. И плюс то, что к 2020 году парламент будет, это тоже хорошо. Почему? Потому что парламентская культура тоже будет воспитываться. Не как не нравится, я распустился, да, или там, пусть теперь до конца доработает. Может быть, он и не нравится нам парламент. Но я говорю как о парламентаризме, как об институте. А уже в 2020 году уже может быть совершенно другое. Но президент четко сказал, что 2019 год это определяющий год для Кыргызстана. Тут очень интересные вещи про парламент сейчас сказали. Хотелось бы немножко тоже эту тему развить. Я имею в виду баланс между институтом президента и Жургу Кеңешем. Адиль, как вы считаете, да, парламент как бы гарантировал, да, себе дальнейшую жизнь? Скорее всего, теперь уже до 2020 года президент об этом, да, четко заявил, но все-таки давайте не забывать, эти слухи о распуске, они еще при прежнем президенте начались. И тогда уже, скажем так, не конъюнктурно настроенные политологи, да, а объективные, они и тогда предупреждали о том, что это все может просто остаться в планах. Потому что даже Атамбаеву, при всей его как бы такой абсолютной власти, даже тогда, будучи президентом, это было бы очень нелегко сделать. И там не было прям такой уж, скажем так, уверенности в том, что это ему удастся. Тем более мы знаем, что президент у нас все-таки еще не такое уж долгое время работает, да, и понятно, что распуск досрочный прежде всего ему невыгоден во многих моментах. И в этих условиях гарантии, которые дал президент Жогорку Кеңеш, они не могут сами по себе быть каким-то элементом политического торга. Да. То есть я прекращаю эти слухи, я ставлю точку, однозначно заявляю, что вы доработаете до конца, но в обмен на какую-то определенную лояльность. Да? А об этой лояльности поневоле заговоришь хотя бы на вот этом примере анекдотичном, да, который все тут со смехом обсуждали, когда парламент с одинаковым количеством голосов проголосовал за утверждение Сапара Исакова премьер-министром, и ровно такое же количество проголосовало против. То есть где тут какой-то прогресс, где развитие парламента? То есть в чем его активность? Пока, скажем так, общественное мнение в основном склоняется к тому, что парламент активен в одном – в безоговорочной поддержке того, в чьих руках находится президентская власть. Я думаю, президент, он рассчитал выступление свое. Почему он этого не делал в начале года? Это связано с тем, что во многом, наверное, он, скорее всего, не был до конца уверен, будут ли перевыборы или не будут перевыборы, потому что он не был уверен в действиях парламента. Потому что там все-таки самая крупная фракция – это СДПК, которая могла себя повести совсем другим образом. И, возможно, был бы сценарий действительно перевыборов для того, чтобы переформатировать поле при новом президенте. Но парламент, так сказать, для некоторых в кавычках, для некоторых нет, он выступил конструктивным партнером президента. И поэтому он такой месседж действительно парламенту дал, что он готов и может с этим парламентом работать. Это во-первых. Во-вторых, президент за эти полгода отделался от ярлыка, который за ним был. Это преемник. Такой унизительный, очень такой
его абсолютно совсем ставящий не в ранг бывших президентов, да, но вот он доказал и показал о том, что он самостоятельный президент. Это вот самый главный результат его деятельности за полгода. Я согласен о том, что во многом последние посадки связаны, могут быть, с политической конъюнктурой и с ослаблением бывшего президента. Но я считаю и опять же утверждаю о том, что вот эти все, которые были посажены, они не являются политическими узниками, они не являются политическими заключенными, потому что прав Эдиль, когда говорит о том, что политическим узником будет человек, который до этого выступал против этой власти. Ни Сапар Исаков, ни другие люди, ни Кулматов никогда не были противниками или оппозиционерами в отношении Сооронбая Джеймбекова. Тут важно то, что эти посадки привели действительно к разрушению коррупционных схем, за которым этим стоит. Это и кредиты, это и строительство дорог, это и контрабанда на таможне, это и наркопотоки огромные. Если вот эти схемы будут разрушены за его результаты его деятельности, то мы действительно можем узнать и увидеть о том, что его политика, она такая однозначно в этой части. Потом вот я согласен с тем, что парламент у нас тоже конъюнктурный очень, то, что вы говорите. Потому что это опять же связано с тем, что во многом там представлены олигархи, которые боятся за свой бизнес, бывшие чиновники, которые во многом замазаны своей бывшей работой. И в отношении них можно найти любые причину для того, чтобы возбудить в отношении них уголовное дело. Вот я приведу пример Джапарова Акылбека. То есть человек, который абсолютно мог бы выступать и критиковать или говорить, но в связи с тем, что его зацепили, например, с уголовным делом, он ничего в отношении власти говорить не может. И в этом смысле парадоксально высока роль у нас сейчас гражданского общества, которое эти вещи не боится говорить и не говорит высказывать. Некие рефлексы бывают иногда у власти, а иногда не бывает. Поэтому, мне кажется, президент, во-первых, должен встретиться с представителями гражданского общества и наметить, так сказать, некие форматы взаимодействия. Потому что, чтобы эти встречи, во-первых, были регулярные, и, во-вторых, чтобы мы слушали и говорили без посредников. Это, мне кажется, очень важно. И, во-вторых, мне кажется, что некоторые вещи все-таки до него не доходят, или он не воспринимает, что это очень важно. В отношении прессы было ослаблено, а вот в отношении политических заключенных, которые, видимо, он считает, что это не самый приоритетный вопрос, это, мне кажется, очень большая ошибка. То, что были обвинительные приговоры оставлены в силе в отношении Кадырова, Асанова, Карбекова, приговоры в отношении Солянова, в отношении Александра Кима, когда приговор тоже был оставлен в силе. Мы, конечно, можем верить о том, что у нас уже вдруг независимая судебная система, которая вдруг принимает независимые решения, да? Но я в это не верю. Я считаю, что у него были достаточно рычаги для того, чтобы изменить вот эту атмосферу в этой связи. Вчерашнее избиение Мелиса Аспекова в тюрьме, это тоже очень большой инцидент. То, что Тунгишбаева отправили в Казахстан, это тоже удар очень по нашему правосудию, имиджу международному. То есть вот эти симптомы тоже дают очень такие не очень хорошие впечатления в отношении власти, но это не является пока преградой для того, чтобы эти вещи пока донести до Сооронбая Джеймбека и для того, чтобы исправить эту ситуацию в конце концов. Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли, ответили на вопросы, поделились своими мнениями. Мне разговор очень понравился, я уверен, что он понравится нашим зрителям, да, потому что действительно не так часто бывает, когда президент выступает с какими-то программными заявлениями, комплексными. И я понимаю, почему реакция в обществе была неоднородная. Да? Кому-то это очень понравилось, кому-то это, наоборот, сильно не понравилось, кто-то ожидал чего-то большего. Но мы, наверное, должны научиться, в конце концов, быть прагматиками, быть реалистами. Да? Я думаю, это невозможно, чтобы президент вышел и произнес какую-то речь, которая там всех устроит, и она все расставит по своим местам. Особенно в такой сложной, противоречивой стране, как Кыргызстан, где
чрезвычайно широкая вообще палитра мнений, ценностей, да, программ, желаний вот каких-то общественных страт, и найти что-то, скажем, такое объединяющее, да, что-то такое, что могло бы все общество сделать солидарным между собой, это очень трудно. Но за попытку, конечно, безусловно, президент, ну, он, как скажем так, с моей стороны, конечно, не скромно будет в адрес главы государства такое говорить, да, но можно 5 поставить, конечно, за одну только эту попытку. И очень важно, чтобы все остальные ветви власти тоже этому соответствовали. Если так все будут ждать выступлений президента как некие команды, да, ну, мы тоже, да, не должны забывать, что все-таки плюрализм и здоровая конкуренция между ветвями власти, это, по-моему, даже главнее, чем наличие чистого и честного президента, да, потому что один человек тоже ничего не сделает, а время тоже очень может сильно поменять даже идеального человека. Поэтому спасибо вам, но я с вами не прощаюсь, потому что, в отличие от депутатов, у нас летних каникул нет, жизнь не стоит на месте, да, она всегда будет подбрасывать какие-то актуальные вопросы, инфоповоды. И я уверен, что мы даже в течение лета еще не один раз встретимся и поговорим на какие-то важные темы. До свидания, спасибо вам.